Слайды поставьте, пожалуйста. Так, уважаемые Виктор Николаевич, Елена Христофоровна, уважаемые народные депутаты, уважаемые участники расширенного заседания Постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики. Позвольте вам представить доклад об обеспечении населения продовольствием в арктической зоне Республики Саха-Якутия. В организации данной работы правительство Республики руководствуется постановлением от 27 декабря 2012 года под номером 604 о мерах по совершенствованию системы обеспечения продовольственными товарами труднодоступных отдаленных населенных пунктов Республики Саха-Якутия, принятому в соответствии с законом Республики Саха-Якутия от 19 июня 2008 года, значит, под номером 565-З о перечне товаров и услуг, централизованные поставки, оказания которых необходимы для обеспечения жизнедеятельности населения муниципальных образований в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завода грузов, и от 20 февраля 2004 года под номером 119-З об особом режиме завоза грузов в Арктический улус Республики Саха-Якутия. Данным постановлением утверждены, значит, перечень социально значимых продовольственных товаров, перечень расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров, перечень населенных пунктов Республики Саха-Якутия, обеспечиваемых социально значимыми продовольственными товарами с государственной поддержкой, организационная схема завоза и реализации товаров и схема вывоза местной промысловой продукции из арктических улусов всеми видами транспорта. Перечень социально значимых товаров включает в себя 12 основных наименований товара, вы видите на слайде. Следующее. Перечень расширенного ассортимента социально значимых продовольственных товаров включает в себя 8 наименований. Тоже вы видите на слайде. Перечень населенных пунктов Республики Саха-Якутия, обеспечиваемых социально значимыми продовольственными товарами господдержкой, включает в себя 268 труднодоступных населенных пунктов, расположенных в 33 улусах республики. Но на сегодняшний день разговор пойдет касательно обеспечения части из них, а именно населенных пунктов улусов, входящих в арктическую зону Республики Саха-Якутия. В перечень районов, входящих в состав арктической зоны Российской Федерации, в соответствии с указом президента Российской Федерации от 2 мая 2014 года под номером 296 о сухопутных территориях арктической зоны Российской Федерации, с 2018 года входят 13 улусов, значит, республики. Все они вот на слайде вам видны. В соответствии с распоряжением главы Республики Саха-Якутия 22 июня текущего года под номером 253-РГ в целях выработки предложений по решению вопросов по обеспечению населения отдаленных регионов арктической зоны Российской Федерации с ограниченными сроками завоза грузов жизнеобеспечивающими товарами под руководством первого заместителя председателя правительства Алексея Засимовича Колодезникова была сформирована рабочая группа. Группой проанализированы перечни социально значимых продовольственных товаров, высчитан объем потребностей арктических районов Республики Саха-Якутия, рассчитан расход на завоз всего объема СЗПТ. В соответствии с приказом Минфина России от 15 ноября 2019 года под номером 1032 Республика Саха-Якутия в 2020 году не имеет права устанавливать и исполнять расходные обязательства. Также, согласно информации Министерства финансов Республики Саха-Якутия, предоставление из федерального бюджета целевых субсидий, бюджетных кредитов из федерального бюджета субъектов Российской Федерации, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для последующего оказания финансовой помощи юридическим лицам, осуществляющим завоз жизнеобеспечивающих грузов в виде субсидий, связанных с компенсацией процентов по привлеченным на завоз кредитам, субсидий на возмещение транспортных расходов, а также бюджетных кредитов, несет риски принятия Минфином РФ решения об изменении методики распределения дотаций в части пересмотра коэффициента транспортной доступности. Поступившим на согласование письмом Минвостокразвития России от 16 ноября текущего года о проекте единого плана мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года и стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на период до 2035 года учтены предложения правительства Республики Саха-Якутия, направленные письмом от 30 июля текущего года в части разработки механизма господдержки северного завоза.
В том числе пунктом 45 предусмотрено мероприятие разработка механизма государственной поддержки завоза в населенные пункты, расположенные в отдаленных местностях, топлива, продовольствия и других жизненно необходимых товаров со сроком исполнения третий квартал 2021 года. В целях мониторинга и принятия решения о развитии системы господдержки завоза продовольствия в населенных пунктах арктической зоны Российской Федерации Минвостокразвития России направлен запрос от 13 ноября текущего года. В ответ нами, правительством республики, направлена информация о розничных ценах в разрезе арктических районов письмом от 30 ноября 2020 года. В соответствии с анализом, проведенной рабочей группой, установлено, что завоз, осуществляемый государственными предприятиями, составляет лишь 10,2% от объема потребления, установленных законом республики от 5 декабря 2013 года о потребительской корзине в Республике Саха-Якутия и 9,3% от рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации. Остальные 89,8%, то есть 43 378 тонн, как мы считаем, завозятся силами субъектов малого и среднего предпринимательства. Объем завоза СЗПТ определяет ценообразование только продуктов длительного хранения. Ценообразование остального объема товаров устанавливается на рыночной основе ввиду незначительного объема завоза с государственной поддержкой. Кроме того, согласно постановлению правительства 21 апреля 2016 года под номером 121 и постановлению правительства республики 27 декабря 2012 года под номером 604, был исключен перечень основных непродовольственных товаров. Указом главы от республики от 23 марта 2019 года под номером 440 внесены изменения в положение о Минсельхозе и его коллегии, где полномочия по поводу обеспечения социально значимым продовольственным товаром для нужд республики переданы Министерству сельского хозяйства от Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха-Якутия. На сегодняшний день обеспечением арктических районов Республики Саха-Якутия продовольственными товарами по госзаданию занимается акционерное общество Якутапторг и акционерное общество Туйман-Агроснаб, подведомственное Министерству сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. В настоящее время завершается процесс объединения двух названных предприятий во исполнение поручения главы от 18 февраля 2019 года по формированию единой корпоративной структуры хозяйственных обществ Якутапторг и Туйман-Агроснаб. Конечная цель объединения предприятий – это оптимизация схемы поставок социально значимых продовольственных товаров и сельхозпродукции для нужд бюджетных учреждений и населения отдаленных труднодоступных населенных пунктов с ограниченной транспортной доступностью путем максимального перевода доставки автомобильным транспортом в зимний период на водный транспорт в период навигации. В свою очередь, это должно повлиять снижением реализационных цен для населения арктических северных районов республики. На сегодня мы уже можем выделить положительные моменты как результат принятого решения об объединении. Первое. Изменена логистика завоза социально значимых продовольственных товаров с учетом наличия собственных судов АО «Туйман-Агроснаб», что позволило Якутапторгу снизить реализационные цены на социально значимые продовольственные товары от 3 до 20%. На слайде можно увидеть примеры снижения на примере Абыйского филиала Якутапторга. Сахар-песок в 2019 году стоил 104,53 рубля за 1 килограмм, в 2020 году уже стоит 76,5 рублей. Снижение минус 26,8%. Масло растительное 145,47 рублей бутылка в 2019 году, на сегодня 115,7 рублей, в 2020 году снижение 29,9. Макаронные изделия в ассортименте 87,95 в 2019 году, сегодня 45 рублей за килограмм, в 2020 году снижение 48,8%. И подобная картина по ряду других наименований в каждом районе. В 2021 году будет произведен максимальный переход автомобильного транспорта на водный транспорт, благодаря чему произойдет оптимизация расходов по доставке СЗПТ и продуктов сельхозназначения, а также экономия субсидий на возмещение транспортных расходов. Для достижения данной цели расширен собственный флот путем приобретения судна СТК-1012 грузоподъемностью 1500 тонн. Второе.
Сформировано собственное многофункциональное автотранспортное подразделение на 14 единиц грузовой и специализированной техники. Третье. В целях развития оптовой и розничной торговли акционерного общества «Якутопторг» усовершенствована закупочная работа с производителями СЗПТ из центральных регионов России, по итогам которой себестоимость реализованной продукции, закупленной в 2020 году, снизилась на 27 миллионов рублей. Сформирована собственно оптово-розничная сеть в городе Якутске и в поселке Нижний Бестях. Организован оптово-распределительный центр в поселке Нижний Бестях с целью разгрузки, хранения, переработки и подготовки к последующей транспортировке в арктические районы СЗПТ, доставляемых железнодорожным транспортом на станцию Нижний Бестях. Строительство собственного оптово-распределительного центра повлечет ежегодную экономию средств в размере не менее 11 миллионов рублей, ранее направлявшихся Якутопторгом на аренду складов в поселке Нижний Бестях и погрузочно-разгрузочные работы. На сегодняшний день ОРЦ поселка Нижний Бестях располагает следующими объектами. Первое. Холодные склады для хранения социально значимых продовольственных товаров общей площадью 2205 квадратных метров. Теплый склад площадью 500 квадратных метров. Помещение торговли площадью 288 квадратных метров. Цех по фасовке сахара, контрольно-пропускной пункт. В-четвертых, проведена реконструкция овощехранилища вместимостью 5000 тонн. И это лишь часть положительных результатов на фоне постоянного изменения закупочных цен. Во избежание социального взрыва среди населения Якутопторг осуществляется работа по сдерживанию роста реализованных цен на продовольственные товары в арктических районах республики путем снижения собственной торговой надбавки. Объемы завоза сельхозпродукции, картофеля и овощей ежегодно утверждаются распоряжением правительства республики и завозятся в арктические северные лусы тремя видами транспорта. Водным транспортом, это в навигацию, автомобильным, по автозимнику, и авиационным. Транспортировка картофеля и овощей водным автомобильным видами транспорта осуществляется обществом самостоятельно собственными транспортными средствами. Перевозка по воде производится на судах-рефрижераторах Магдебург и Михаил Мальчиков, стоящих на балансе общества. Туймаада Красна после прохождения отбора, инициируемого Министерством сельского хозяйства республики, получает субсидии на финансовое обеспечение части затрат по перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции в целях реализации подпрограммы системы заготовок, переработки и реализации сельскохозяйственной и промысловой продукции государственной программы Республики Саха-Якутия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2020-2024 годы, утвержденным указом главы республики. Из государственного бюджета на бюджет республики предоставляются субсидии по следующим направлениям. Субсидия на финансовое обеспечение части затрат по внеулусной перевозке сельскохозяйственной и промысловой продукции, кормов, семенного материала. Размер субсидии составил 120,5 миллионов рублей. Из них 22,7 миллионов на частичное возмещение расходов по вывозу картофеля из Алёкинского и Хангаласского районов, 31,4 частичное возмещение расходов по заводу сельхозпродукции в Арктический район водным транспортом, 30,6 миллионов рублей частичное возмещение транспортных расходов по вывозу промысловой рыбы водным транспортом, 35,9 частичное возмещение транспортных расходов по завозу сельхозпродукции авиатранспортом. Если Туймаада Красна осуществляет поставку картофеля и овощей вышеназванного УСа, то продовольственных товаров в арктические северные районы, а также в труднодоступные населенные пункты Республики Саха-Якутия. С 2018 года объемы завоза СЗПТ по линии Якутопторг всеми видами транспорта возрастают. В 2018 году завезено 6779,8 тонн при объеме субсидий 211 миллионов 537 тысяч рублей. В 2019 году 9328 тонн, объем субсидий 214,743 тысячи рублей. И в 2020 году 12196,8 тонн при объеме субсидий 215 миллионов 279 тысяч рублей. Основную долю завода составляет мука 9611 тонн, СЗПТ 2265 тонн и расширенный перечень СЗПТ 321 тонн.
В соответствии с постановлением правительства Республики от 7 марта 1995 года Якутоптоп является регулируемым предприятием в части определения и установления предельных оптовых и розничных торговых надбавок, так как входит в перечень торговых организаций, которые осуществляют реализацию товаров в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов. Перед обществом сегодня поставлена задача по снижению цен на продовольственные товары в северных и арктических районах республики. Для выполнения поставленной задачи общество применяет гибкую ценовую политику на СЗПТ в пределах, установленных приказом Государственного комитета по ценовой политике от 12 апреля 2018 года под номером 11 о торговых надбавках. Утвержденные предельные оптовые и розничные торговые надбавки и наценки сохраняются на протяжении 2018-2020 годов. Их соблюдение и применение ежегодно контролируется, проверяется Государственным комитетом по ценовой политике. Для обеспечения завоза предприятиям ежегодно привлекаются бюджетные кредиты и коммерческий кредит под госгарантию Республики Саха-Якутия. Также в бюджете республики предусматривается субсидии на возмещение транспортных затрат на завоз СЗПТ. Проведением отбора получателей субсидий занимается Министерство сельского хозяйства согласно приказа от 13 ноября 2019 года под номером 808. По действующему механизму субсидирования транспортных затрат АО «Туймадагроснаб» и АО «Якутопторг» ежегодно предусматривается сумма государственной поддержки. В 2019 году она составила 358 миллионов рублей. В 2020 году по результатам отбора предприятия получили субсидии на сумму 350 миллионов рублей. В том числе... Так, у меня осталось минут еще. Давайте 3 минуты еще. Ну, здесь у меня получается, значит, давайте я тогда все вот эти... Ну, говорите. Да, я сейчас как раз к этому и подхожу. Да, я как раз и подхожу к текущему моменту. Да, давайте. Да, то, что это проходит, да. Давайте, значит, то, что у нас вот субсидии, я сказал, значит, в Анабарском районе завод социально значимых продовольственных товаров у нас осуществляется муниципальным многопрофильным гуманитарным предприятием имени Николая Егоровича Андросова. Значит, уже последние 3 года этот завод производится, и, в принципе, там особых проблем на сегодняшний день нет. Вкратце, я хотел бы ознакомить ситуацию, возникшую в декабре текущего года. Как уже было сказано, завоз Лактического района происходит круглосуточно, круглогодично, значит, ежегодно выделяются субсидии для возмещения транспортных, значит, расходов. Завоз расширенного ассортимента продовольственных товаров осуществляется авиационным транспортом только до улусных центров арктических улусов республики. Сроки поставок в зимний период 2020 года затянулись, конечно, с учетом климатических условий текущего года, неподготовленности и поздним открытием автозимников. Ну и в арктических районах у нас погодные условия тоже имели место быть, значит, и продолжительный ветра с порывами, значит, и поздний для достав и так далее. В зимний период 2020 года в село Таймылыр вот, было, значит, 2020 года доставлено 39 тонн социально значимых продовольственных товаров, в том числе 18 тонн муки. При имеющемся остатке на месте 15 тонн, в том числе муки 7 тонн. Согласно скорректированной годовой заявкой администрации сельского поселения Тимитинский национальный совет. Отдельными улусами был поставлен вопрос о формировании так называемых зеленых рейсов. Подобная практика стыковочных рейсов вертолетом из районных центров до наследов применялась только в предыдущие 2 года и осуществлялась за счет дополнительного финансирования из бюджетных средств, либо за счет экономии прочих транспортных расходов. Из-за увеличения объемов завоза экономии на транспортных расходах в текущем году не произошло. Надо признать, что в 2020 году в навигацию был завезен двойной объем социально значимых продовольственных товаров с целью обеспечения должного уровня запасов СЗПТ в районах. В 2019 году в навигацию ушло всего 1342 тонны СЗПТ. Обратите на это внимание. В 2020 году 5024 тонны. Даже в тройном объеме. Данный объем оказался недостаточным, в том числе и вследствие ограничительных мер, принятых из-за коронавирусной инфекции. Фактически сегодня ситуация такая. Ну, во всех улусах, значит, по перевозке расширенного перечня авиационным транспортом обеспечиваем все вот районы. По плану завоза расширенного перечня у нас план составляет 159 тонн,
На 17 декабря фактически доставлено сегодня 130 тонн, остаток у нас 29 тонн. Осталось выполнить 5 авиарейсов. На сегодня предстоит выполнить завоз дополнительного объема на 77 тонн. Это 26 авиарейсов, 100 часто-стыковочные вертолетные рейсы. По отгрузке картофеля плановый объем по распоряжению правительства по линии Туймана-Графнав составляет 113 тонн на 17 число. План выполнен на все 100%, выполнено 22 авиарейса. Максимально возможный объем обратной загрузки промысловой продукции сегодня составляет 58 тонн. То есть обратно мы хотели бы тоже загрузить рыбой, ну и так далее. На сегодня заявки на обратную загрузку имеются на 34,5 тонн. То есть не полностью. Проведен сегодня, вот в части принятия мер, хотел бы доложить, что проведен ряд совещаний. Значит, Минсельхозом предоставлена информация по имеющимся арктическим районам республики остаткам запасов социально значимых продовольственных товаров, завезенных Якутторгом. Прорабатываются различные варианты возможности доставки расширенного перечня, значит, продуктов питания. Правительством сегодня подготовлен проект распоряжения о выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда, которые буквально на днях планируется выделить, значит, в адрес программы Министерства сельского хозяйства. Значит, и все вот эти наши планы по доставке 77 тонн и 26 рейсов буквально до Нового года мы должны их обеспечить. С учетом вышеизложенного нами внесены предложения в правительство Российской Федерации о рассмотрении возможности предоставления субсидий из федерального бюджета для дополнительного круглогодичного завоза авиарейсами социально значимых продовольственных товаров в арктическую зону, а также в целях сдерживания роста реализационных цен на продукты питания, рассмотрения возможности открытия баз федерального агентства по государственным резервам в городе Якутске и поселке Тикси. Это буквально письмо, значит, сформировано и было направлено вот на этой неделе. Уважаемые народные депутаты, завершая свое выступление, я хочу подчеркнуть необходимость решения следующих вопросов и прошу поддержать в данном направлении. С целью улучшения качества жизнедеятельности населения и обеспечения северного завоза, в котором остро нуждается Северно-Арктический район республики, необходимо, первое, увеличение объемов государственных поставок, что означает увеличение объемов субсидирования на возмещение транспортных затрат на завоз СЗПТ. Второе. Нами проработано, и оно вошло, значит, правительством проработано, и оно вошло в указ, значит, президента Российской Федерации, значит, о стратегии развития арктической зоны Российской Федерации, и в нашем указе оно прописано. Это строительство логистических центров в 12 арктических районах Республики Саха-Якутия, общей проектной стоимостью 780 миллионов рублей. На первом этапе сегодня планируем строительство 4 современных торгово-логистических центров. Это в Абыйском районе, поселок Белая гора, в Среднеколымском районе, город Среднеколымск, и в Усьянском районе, поселок Усть-Кутьга, Булунский район, поселок Тикси. Это обусловлено тем, что имеющиеся склады Якутторга в 18 существующих филиалах являются постройками 60-х годов, износ которых составляет более 50%, а по отдельным объектам более 80%. Также в данных филиалах отсутствуют склады, позволяющие хранить овощи, скоропортящие продукты питания. Значит, в рамках реализации проекта планируется изменение логистической схемы завоза путем максимального перехода завоза с автомобильного транспорта на водный транспорт. Данное изменение приведет к экономии субсидий, выделяемых в качестве возмещения транспортных затрат на завоз СЗПТ в размере 30 миллионов рублей. Спасибо за внимание. Доклад окончен. Если какие-то могут быть вопросы, у меня коллеги из представителей органов исполнительной власти сегодня тоже со мной будут отвечать. Спасибо. Спасибо, Михаил Викторович, за содержательный доклад. Много чего сделано со стороны правительства.